И общественные слушания были, и операторы, и управляющие компании встречались, разговаривали. У всех понимание ситуации есть. На сегодняшний момент нам необходимо услышать возможные результаты решения данных вопросов, возникших проблем. Я думаю, есть проблемы, их много. Поэтому в своих выступлениях, в своих докладах попрошу не растягиваться очень сильно, а формулировать более четко проблему и желаемые выходы из сложившейся ситуации, либо предложения. Предлагаю провести следующим образом. Вступительное слово скажет Валерий Алексеевич Лютый. Потом предлагаю выступить оператору, расскажет. Потом Госкомцен по данной ситуации расскажет. Потом Министерство ЖКХ. Услышим мнение перевозчиков, управляющей компанию и в заключение Министерства экологии. Предлагаю начать. Да. Добрый день. Разрешите мне, во-первых, поблагодарить всех, что вы пришли, откликнулись на нашу просьбу прийти и обсудить эту тему. Конечно же, сейчас у нас наше время такое, что уже общественники, и вообще каждая домохозяйка вся знает, как управлять экономикой, дает советы, и, конечно же, тут много сейчас по этой теме тоже очень много советов со всех сторон идет. Но это нормально. Но я хочу обратить внимание на следующее, что Народный фронт все-таки, хоть и общественная организация, но мы выполняем поручение президента по этой теме. А именно по программе, всероссийской программе «Генеральная уборка» и конкретно мониторинг темы утилизации твердых бытовых отходов. И сейчас уже направлены центральным аппаратом на федеральный уровень уже предложения по этой теме. Конечно же, ситуация, которая сложилась сейчас в России в этом вопросе, она неоднозначная, в связи у нас разные ситуации совершенно в разных регионах, и в том числе по тарифу. Поэтому я хочу еще раз поблагодарить и хочу сказать, что мы не будем сегодня категоричными в этом вопросе. Вопрос он очень сложный. Конечно же, хотя формулировка уже есть центрального аппарата, что вообще в целом он не согласен с методикой формирования тарифов. Но еще раз говорю, у нас совершенно разная ситуация, особенно на Дальнем Востоке. И я думаю, что сегодня мы попытаемся, не будем категорично говорить, что мы решим, но попытаемся обозначить те вопросы и озвучить предложение Народного фронта, с которым будем выходить сейчас 29 октября на своей конференции, и будем докладывать, и основной темой будет при встрече с Владимиром Владимировичем эта тема. Мы будем озвучивать, давать оценку. Вы знаете, что весной этого года по инициативе Народного фронта была отменена та тема утилизации твердых бытовых отходов в республике, отправлена на доработку. Сейчас тот предлагаемый вариант, который предлагается, он тоже не без изъянов. И с точки зрения вас, как специалистов, с точки зрения, наверное, экспертов, мы, наверное, все-таки эту проблему должны решать и должны решить, потому что это то, что касается нашей жизни, вообще и экологии и так далее, все, что нас самоокружает. Поэтому я предлагаю приступить сразу к выступлениям, заслушать все-таки сегодня какая ситуация, и потом мы попытаемся, возможно, обсудить те проблемы, и те вопросы, которые не устраивают нас. Спасибо, Алексей. Предлагаю Якутск Эко-Сити выступить, рассказать Денис Валентинович. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Да, действительно, федеральное законодательство определило то, что в принципе сфера обращения с отходами должна быть наконец-то регулирована. Долгое время этого не происходило. И поэтому около 4 лет назад началось изменение федеральных законов, и результатом этого изменения к воплощению, кстати, этих изменений в жизнь мы сейчас подходим. С 1 числа должны по всей стране заработать региональные операторы. Региональный оператор – это
отобранная по конкурсу организация, основной задачей которой является регулирование сферы оборота отходов. Так как раньше, еще раз повторяю, эта сфера была не регулируемой, невидимые руки рынка ее регулировали, но вот очень у нас тяжелый накопленный ущерб за много лет, да, оставшийся еще, наверное, Советского Союза, с коммунальной сферой, которая была все регулятивна. И вот мы видим то, что отсутствие регулятора сделало эту сферу непрозрачной, и федеральные власти решили навести в ней порядок. Значит, согласно, опять-таки, федеральным законам, каждый субъект Российской Федерации должен был разработать территориальную схему обращения с отходами. Эта территориальная схема как раз регулирует работу регионального оператора, и за ее выполнение региональный оператор несет ответственность. Значит, территориальная схема опирается прежде всего на 89-й закон федеральный об отходах производства. Значит, о чем говорят изменения законодательства? О том, что услуга по обращению с отходами из жилищной становится коммунальной. То есть она изымается из жилищного платежа и становится тарифицируемой. Значит, тариф на услуги обращения с отходами регулируется Госкомцентром. Значит, срок выполнения федерального законодательства определен 1 января. То есть 1 января региональный оператор должен в соответствии с территориальной схемой и в соответствии с тем тарифом, который ему установил государственный орган, приступить к работе. Ответственность регионального оператора начинается с момента погрузки отходов. Мы говорим о твердых бытовых отходах. Соответствующий специализированный автомобиль и до его, то есть отхода, захоронения или обработки и утилизации. Ну что я хочу сказать? Конечно, наш регион имеет, все мы об этом знаем, имеет свои особенности. Особенности эти очень специфичные, очень серьезные. Учитывая эти особенности, вот, придется нам в соответствии с территориальной схемой осуществлять свою деятельность. У меня все. Вы могли бы сформулировать проблемы, то есть на сегодняшний момент у вас проблем нет, вы на сегодняшний момент того, чтобы 1 января 2019 года